В Таджикистан из-за рубежа были доставлены 50 террористов и экстремистов. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему зачастую эти экстремисты и террористы оказываются просто людьми, которые выступают против власти. Или действительно они в чем-то провинились. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. 50 членов террористических и экстремистских организаций доставлены из-за рубежа на родину в 2021 году. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Таджикистана Рамазан Рахимзода. По словам министра, также в прошлом году по собственной инициативе, следуя призывам властей, на родину в Таджикистан вернулись 75 членов террористических и экстремистских организаций и лица, участвовавшие в боевых действиях в третьих странах. Они были освобождены от уголовной ответственности. В 2021 году МВД Таджикистана было выявлено и зарегистрировано 579 членов террористическо-экстремистских групп за совершение 766 преступлений, 339 из них задержаны за совершение 311 преступлений. Также, как отметил глава МВД, в отчетный период выявлено 15 случаев финансирования терроризма, 4 факта террористической деятельности и 2 террористических акта. Одним из фактов увеличения привлечения к террористическим и экстремистским группировкам является незаконное обучение в религиозных учебных учреждениях за рубежом, подчеркнул Рамазан Рахимзода. По его данным, в 2021 году из зарубежных медресе на родину были возвращены 19 человек. Вызывает озабоченность тот факт, что в республике все еще существует незаконное преподавание религии. В прошлом году было выявлено 80 таких фактов, сообщил глава МВД. А как вы относитесь к такой ситуации и обстановке? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также стало известно, по словам генерального прокурора Таджикистана Юсуфа Рахмона, что задержание в России и экстрадиция в Таджикистан одного из неформальных лидеров ГБАО Амридина Алаватшоева стало правдой. Алаватшоев в середине января пропал без вести в России, и его родственники предполагали тогда, что он экстрадирован в Таджикистан, но правоохранительные органы Таджикистана отрицали данное предположение. На пресс-конференции 2 февраля генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон подтвердил, что Амридин Алаватшоев экстрадирован из Москвы. По его словам, в отношении Алаватшоева в 2018 году было возбуждено уголовное дело, и с тех пор он находился в розыске в России. Генпрокурор не уточнил, по каким статьям Уголовного кодекса Таджикистана обвиняется Алаватшоев. 44-летний Амридин Алаватшоев, уроженец Рожск-Калинского района ГБАО, долгое время проживал в России и работал в частных охранных предприятиях. В середине 2000-х годов Алаватшоев был тяжело ранен в конфликте с уроженцами Чечни, после чего вернулся в ГБАО и стал одним из влиятельных неформальных лидеров в Рожск-Калинском районе. В октябре 2018 года во время очередного обострения ситуации в ГБАО власти упомянули Алаватшоева среди других неформальных лидеров региона: Мамадбакирова, Талиба Айембекова, Мунавара Шамбиева и Хурсанда Мазорова. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, этот человек действительно виноват? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!